Сейчас давайте приготовим рыбу на юколу и заберем потроха, чтобы пожарить. Ну, начнем, пожалуй, с того, что на юколу нам не понадобятся наши плавники. Сейчас рыба подмерзшая, в принципе. Это хорошо, что ее удобно резать, держать. Вот. Срежем плавники. Для приготовления юкол они нам не понадобятся. Вот. Я специально дожидался, пока рыба чуть-чуть подмерзнет как следует. Теперь отрезаем голову. Так, внутренности забираем на потроха. Сейчас, пока желудок еще не замерз, давайте стряхнем. То у нас там попался окунь. И желчь выбросим. Здесь вот икра. Тоже забираем. Щуку нам надо всю развалить полностью. Вдоль хребта. Что мы, собственно, и делаем. Нож у нас позволяет. Вот это надо будет счистить. Ну, я обычно разрезаю повдоль. Вот так, на две ровные дольки. Вот. Здесь вот делаю надрез. Вдоль спины. Вот. И просто можно полоснуть вот как бы. И вот так вот. Вот такие вот небольшие по сантиметру, может поменьше чуть. Просто надрезы делаем. И потом это все подвесим в палатке, ну и будем следить, как он будет сохнуть. С этой стороны просто отряхаем, потому что кожицу обычно все равно никто не ест, чешую. Ну вот так вот получилось.
Ну все, на этом мы заканчиваем приготовление нашей юколы. Теперь нам осталось пожарить только потрошки. Вот столько получилось юколы. Все это засушим все. Ну и пускай забирают с собой в Алтай, в Калининград и в Красноярск. Ну все, продолжайте смотреть сюжет. Сейчас у ребят тут уже сработки вовсю. Так, после обеда мы вышли на рыбалку в поиске сига. Что-то у них прям тут все прям жерлицы сработали. Много очень сработок. Раз, два, три. У Андрюхи 4 вроде. 5. Много, в общем. У них тут. Ну, видать, щуки, чё. Ну, пусть ловят. Дмитричу на котлетки пойдет. Так, проверка на крупных щук. Наверное, многие сейчас спрашиваете, почему я не беру рыбу, как в принципе всегда. Да потому что я вот ребятам писал, что ребята, рыбу придется отпускать большую часть. Они не могли понять, ну, перед тем как сюда приехать, почему мы должны рыбу отпускать, да? Я говорил, что будет тяжело, ребят, надо отпускать рыбу и тому подобное. Но когда они сюда приехали, они сами это уже поняли, почему рыбу нужно отпускать и почему тяжело будет ехать. Потому что они сами сюда приехали, ну и в принципе увидели, что тут как мы сюда ехали. Я говорю, нам еще ехать обратно, ребят. И они все поняли. Да и потом столько рыбы, что девать некуда. Куда ее столько? Когда нужно, перед отъездом будет сколько еще добавить. Ну, Дмитричу там, не знаю, знакомым, я скажу им. И мы это наловим буквально за полчаса даже. Это другой, не тот же. Не один и тот же. Поверьте. Так, тут одни окуни, в общем. Надо перейти в другое место. Иначе день закончится, световой наш короткий, а сига мы так и не найдем, друзья. Поэтому продолжаем интенсивно искать сига.
Вот здесь щука мою утащила блесну. Вдруг та щука попадется, которая с моей блесной. Ага. Ага. За живот схватился, оказывается. Но это не она по-любому. Мелкая ошибка. Мелковато было. Ага. Хорошая. Хорошая. Ну так, середнячок. Не совсем чтобы. Но это тоже за пузо схватился. Смотри-ка, за пузо схватился. Это же за губу, оказывается. Мелковат. Сейчас порыбачим на мормышку. Достал я мормышку. Ага. О, сижок первый. Можете меня поздравить, друзья. Взял своего первого сижка. О, вот это рыба. Не то, что они там ловят, сидят. Вот это рыба. Настроение сразу поднялось. На мормышку взял, на черную. На голую. Вечером малосолку сделаем, ребята. Что это? Кто-то дернул жестко так.
Надеюсь, что не щука. Ага. Иди сюда, сюда иди. О, елка. Эй, маленький окунек. Совсем. Ой, елка. Опять окунь. На мою тонкую мормышку маленькую позарился. Даже сига не дают половить эти окуни. Мешает. Сигов не дают подубасить. Ага. Так, кто это? Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Неужели щука, а? Пожалуйста, только не щука. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Леска вообще тонкая. Ой. Ой, ой, ой. О, здоровый окунь, оказывается, взял. Щука бы сразу оторвала. И потроха надо было взять. Сейчас я... Ну ладно, там есть вон один. Адреналин, однако. О, адреналин, однако. О, сороженка попалась. Неплохая. О, ну, Дмитричу возьмем. Возьмем Дмитричу. Его любимую сороженку возьмем Дмитричу. Ага. Окунь, что ли? Щучка. Маленькая. Паразитка, а? Как она умудрилась взять-то? Кто ее просил брать? Попалась, которая кусалась. Друзья, посмотрите. На очень тоненькую маленькую мормышечку. Паразитка, а? Иди отсюда.
Так, ну что же, что мы узнали? Мы узнали то, что здесь сик есть. Это первое. Второе. Мы узнали, что сюда нужно завтра прийти обязательно. Так, еще что? Мы узнали, что сюда надо палатку поставить печкой, главное. Вот. И начинать опять рыбачить в палатке. Вот что мы узнали, друзья. Я, конечно, фанат холода и все такое, но как-то все время сидеть на холоде тоже не в кайф, когда есть палатка. Обстановка не по кайфу, как сейчас говорят. Ну что же, всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. Делитесь с друзьями. Вот тот улов, которым я сегодня буду хвастаться перед ребятами. Вот. Сорожка еще вот такая вот. Поэтому всем хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр. У нас уже, к сожалению, темнеет. Вот. До новых встреч. До завтра. Всем пока. Итак, дорогие друзья, давайте пойдемте в палатку. Сейчас ребята потихоньку тоже пойдут, свои жерлицы расставят. Сегодня на ужин у нас малосольный сик, 5-минутка. Ребят угостим, попробуем. Пусть попробует рыбку нашу малосольную. Ну и тут Володя уже тут все прям истыкал в своих жерлицах. Он там что-то поймал даже. Вон одна щука. Видать, не смог он ее взять. А, это до обеда, которая у него была. О, это что такое? Лед треснул. Итак, давайте теперь нашу юколу развесим. Вот здесь вот делаем прорезь. Вот так. Ну, впереди еще 3 дня, 3 ночи. Че, как посидели-то? Да, поболтали нормально. По душам. Но Вот твои юколы повесил Владимир. Это Володя заберет, когда полетит спасибо в Калининград. за Вот. подгон. Да. Под этот пойдет когда-нибудь какой-нибудь бар, может, там, не знаю, возьмет это с собой какую-нибудь, где можно это съесть с чем-нибудь. Или можно дома перед компьютером будет сидеть, монтировать ролики о Якутии и есть юколу. Да, Владимир? Так точно. И будет вспоминать о Якутии. Во снах она мне будет сниться. Да. Это точно. И угощать друзей юколой. Вот. Когда подсохнет, мы еще покажем. А на этом мы заканчиваем наш сюжет с приготовлением юколы.
и с рыбалкой. Всем спасибо за просмотр. Сколько ребята сегодня поймали, можете посмотреть у них на канале. Вот. А мы сегодня немножко поймали, немножко отпустили. Я сейчас свои снасти приготовил завтра. Завтра мы этим сигам покажем. И, кстати, будет завтра приготовление сига. Все, всем спасибо. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями, ставьте лайки. До новых встреч, всем пока.